Можете присаживаться, а дети можете отправляться на занятия. Ждать сложно, вы согласны? Vai jūs piekritat, ka gaidīt ir grūti? Ждать сложно. Gaidīt ir grūti. Что бы то ни было, но ждать сложно. Lai kas tas nebūtu, bet gaidīt ir grūti. Тем более в мире, в котором мы с вами живем. Ir tīpaši pasaulē, kurā mēs ar jums dzīvojam. Когда-то были письма, Kādreiz bija vēstules, которые писали от руки, kuras rakstīja no rokas, давали почтальону. tad iedeva pastniekam. Теперь электронная почта, Tagad e-pasts mums теперь у ir, нас звонки, zvani, теперь у нас сообщения. izziņas. Все происходит мгновенно. Viss notiek vienā mirklī. Вы можете прямо сейчас связаться с кем-то на другом конце света. Jūs pat tagad varat savienoties ar kādu cilvēku citā pasaules malā. И нам не нужно ждать, пока мы напишем письмо, Un nevajag gaidīt, kamēr mēs uzrakstīsim пока мы vēstuli. его отправим, пока оно дойдет до пункта назначения. Kamēr mēs aizsūtīsim, un tas aizies līdz gala punktam. Это происходит очень быстро теперь. Tas notiek tagad ļoti ātri. У нас с вами есть машины, Mums ir mašīnas, поезда, vilcieni, самолеты. lidmašīnas. И вы можете очень быстро оказаться в другом месте. Jūs ļoti ātri varat būt jau citā vietā. Когда-то раньше, когда, Agrāk, наверное, нас не было, kad vēl mēs laikam nebijām, тогда путь куда-то в соседний город он мог занимать очень много времени. tad ceļš, piemēram, blakus pilsētā varētu aizņemt ļoti ilgu laiku. А сейчас мы можем в любое время решить, что я хочу поехать туда или туда. Un tagad, jebkurā momentā, mēs varam nolēmt, ka es gribu būt tur vai tur. И это очень быстро происходит. Tas notiek ļoti ātri. Еда тоже приготавливается сейчас быстрее. Ēdiens arī tagad ātrāk gatavojās. Потому что есть разная бытовая техника, которая нам в этом помогает. Jo ir dažāda tehnika, kas mums palīdz, Которая sadzīves, упрощает нам работу. kur mazliet atvieglo mums to darbu. Покупки. Pirkumi. Теперь даже не нужно выходить из дома, чтобы закупаться в магазине. Tagad pat nevajag iziet no mājas, lai iepirktos veikalā. Потому что мы можем закупиться в интернете. Jo mēs varam nopirkt kaut ko internetā, А некоторые магазины еще предлагают доставку домой. bet daži veikali pat piedāvā piegādi mājās. Даже забирать не надо. Pat nevajag aiziet pakaļ. Все происходит очень быстро. Viss notiek ļoti ātri. Информация нам доступна всем и сразу. Informācija ir pieejama uzreiz un visiem. У вас есть какой-то вопрос, вы хотите что-то узнать? Ja jums ir kāds jautājums un jūs gribat kaut ko uzzināt, Вы не идете в библиотеку. jūs neiet uz bibliotēku. Вы берете телефон, Jūs ņemat telefonu, и вы заходите в интернет, и там ищете atveriet информацию. internetu un tur arī meklējiet informāciju. Библия Bībele когда-то, давным-давно, kādreiz ļoti sen переписывалась от руки, tika pārrakstīta no rokas, потому что не было печатных машинок. jo nebija drukājamās mašīnas. Были люди, которые сидели и букву за буквой переписывали. Bija cilvēki, kuri Священное sēdēja Писание. un burts pēc burta pārrakstīja svētos rakstus. А теперь у нас у каждого есть Библия дома и не одна, Un tagad mums katram ir bībele mājās un citiem pa vairāk nekā viena. потому что они печатаются, и очень быстро это происходит. Jo tagad tās drukā un tas notiek ļoti ātri. А что это все сделало с людьми? Что это все сделало с нами? Un ko tas viss izdarīja ar mums, ar cilvēkiem? Мы стали нетерпеливыми. Mēs palikām nepacietīgi. Нам трудно ждать, Mums ir grūti gaidīt, потому что мы так привыкли, что все происходит очень-очень быстро. jo mēs tā pieredam, ka viss notiek ļoti, ļoti ātri. Мы привыкли получать желаемое сразу. Mēs pieredam saņemt to, ko mēs vēlamies uzreiz. И когда нам нужно что-то ждать, Un ja mums vajag kaut ko gaidīt, нам становится сложно. mums paliek grūti. Или, может быть, я один такой, я не знаю, Varbūt es esmu viens tāds, un es но nezinu, подозреваю, что нет. bet man liekas, ka nē. Подозреваю, что у нас у всех есть какая-то доля нетерпеливости, Es domāju, ka mums visiem ir kāda daļa no tās nepacietības, потому что мы привыкли, jo mēs pieredam, что все происходит сразу. ka viss notiek uzreiz. Библия,
которую мы с вами читаем, Bībele, kuru mēs ar jums lasām, охватывает события, которые на самом деле заняли сотни, даже тысячи лет. aptver notikumus, kas aizņem simtiem, pat tūkstošiem gadus. Одну книгу «Бытие» мы читаем, мы перелистываем пару страниц, а оказывается, там проходят годы между этими страницами. Lasot pirmo mūsu grāmatu, mēs šķirstam lapas pusi pēc lapas puses, bet tur paiet ļoti daudz gadi. Вы можете в Библии у себя открыть, где кончается Ветхий Завет, начинается Новый Завет. Jūs varat atvērt Bībelē to vietu, kur beidzās vecā derība un sākās jaunā. И для нас это перелистнуть одну страницу, и мы Mums tas уже из Ветхого в nozīmē Новый попали. Pāršķirt vienu lapas pusi, un tad no vecās derības mēs jau esam jaunajā. А между этими двумя страницами Ветхого и Нового Завета Bet starp šīm divām lapas pusēm no vecās un jaunās на derības самом деле было 400 лет. īstenībā bija 400 gadi. Нужно было ждать. Vajadzēja gaidīt. Это не произошло сразу. Tas nenotika uzreiz. Бог осуществляет свои планы и замыслы постепенно. Dievs īsteno savus nodomus un plānus pakāpeniski. Он это делает шаг за шагом. Viņš to dara soli pēc soļa. Бог никогда не спешит. Dievs nekad nesteidzās. И вот тут у нас появляется такая проблема. Un te mums parādās tāda problēma. Потому что есть, скажем так, ритм Бога, Teiksim, ir tāds dieva ritms, а есть наш ритм. bet ir arī mūsu. И зачастую они не совпадают. Un ļoti bieži tie nesakrīt. И мы, как мы уже говорили, Un kā mēs jau teicām, мы привыкли, что вот сразу. mēs pieredam, ka uzreiz Мы хотим, мы получаем. mēs gribam, mēs saņēmām. Мы едем, Mēs braucam, мы пишем, mēs мы rakstām, получаем ответ. mēs saņemam Все atbildi. происходит сразу. Viss notiek uzreiz. Но Бог не всегда так действует. Bet Dievs nevienmēr tā И даже darbojas. чаще всего Un biežāk Он действует наоборот. viņš darbojās otrādi. Он действует не спеша. Viņš darbojās nesteidzoties. И тогда нам кажется, что Он медлит. Un tad mums liekas, ka viņš mazliet aizkavējās. Вот пример. Piemērs. Петр пишет. Pēteris raksta. «Прежде всего знаете, что в последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по собственным своим похотям и говорящие: где обетование пришествия Его? Ибо с тех пор, как стали умирать отцы от начала творения, все остается так же». Петр говорит, вот будут люди, Pēteris saka, būs cilvēki, которые будут говорить: kuri teiks, ну и где же Иисус Христос? nu un kur ir tas Jēzus Kristus? Он же вознесся на небеса Viņš taču pacēlās и debesīs обещал, я приду снова. un solīja, ka es nākšu И vēlreiz. Петр говорит, ну будут люди, Un Pēteris saka, ka būs cilvēki, которые будут говорить, ну и где Он? kuri teiks, nu kur tad viņš ir? Но нет Его. Viņa nav. Прошли годы, Pagāja gadi. а Он не вернулся. Viņš neatgriezās. И говорят, вот как было, с тех пор, как стали умирать отцы, от начала творения, все остается так же, ничего не меняется. Un teica, ka, kad sāka mirt tēvi, tad no paša sākuma un līdz šim momentam nekas nemainās. Мы живем в том же мире, Mēs dzīvojam tajā pašā pasaulē. а Иисуса нет и нет. Bet Jēzus nav un nav. И где же Он? Un kur tad viņš И ir? Петр дальше, в 8 стихе, Tālāk, 8. Пишет. pantā raksta. «Одно то не должно быть сокрыто от вас, возлюбленные, что у Господа один день, как 1000 лет, и 1000 лет, как один день. Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию». Петр говорит, нет, он не медлит. Pēteris saka, nē, viņš nevēl garumā. То, что вам может казаться, что он медлит, Kā jums var likties, ka viņš to ievelk. это одно. Tas ir viens. Но он не медлит. Bet viņš to nevēl Он garumā. шаг за шагом Viņš solis pēc soļa исполняет свои замыслы. pilda savus apsolījumus. Просто иногда Vienkārši dažreiz наш график не совпадает с его графиком. mūsu grafiks nesakrīt ar viņa grafiku. Наш ритм не совпадает с его ритмом. Mūsu ritms nesakrīt ar viņa И мы ritmu. спешим вперед, Mēs steidzamies uz priekšu. а он не спешит никуда. Viņš nesteidzās nekur. Бог не делает все сразу. Dievs nedara visu uzreiz. А это означает, что нам иногда нужно ждать. Un tas nozīmē, ka mums dažreiz vajag gaidīt. Давайте подумаем, чего мы с вами можем ждать. Padomāsim, ko mēs ar jums varam gaidīt. Например, Piemēram, кто-то может ждать ответ на молитву. kāds var gaidīt atbildi uz lūgšanu. Ты о чем-то молишься, Tu par kaut ko lūdz, ответа нет.
Bet atbildes nav. Кажется, Бог медлит с ответом. Liekas, ka Dievs aizkavējās ar И что atbildi. приходится делать? Un ko vajag darīt? Приходится ждать. Vajag gaidīt. Ждать, когда Он ответит. Gaidīt, kad viņš atbildēs. Кто-то может ожидать брак Kāds gaida laulību? и ждет, Gaida. но это не происходит так быстро, как хотелось бы. Tas nenotiek tik ātri, kā gribētos. Возможно, у кого-то есть вопросы для Бога. Varbūt kādam ir jautājumi Dievam. Почему так? Kāpēc tā? Или когда будет то? Vai kad būs tas? А ответ нужно ждать. Un atbildi ir Он не jāgaida. появляется сразу. Tas neparādās uzreiz. Возможно, какие-то изменения в жизни. Вот мы ждем, когда что-то поменяется. Varbūt kādas izmaiņas dzīvē mēs gaidām, ka kaut kas mainīsies. А это не сразу Un меняется. tas nemainās И uzreiz. нужно ждать. Un vajag gaidīt. Возможно, мы ждем конец какого-то сложного периода в жизни. Iespējams, mēs gaidām kādu grūtu periodu dzīvi, kas beigsies. Мы ждем, когда закончатся какие-то сложности, трудности. Mēs gaidām, kad beigsies kādas grūtības, sarežģījumi, А они не кончаются. bet tie nebeidzās. И нужно ждать. Un vajag gaidīt. Кто-то, может быть, думает и задается вопросом, Varbūt domā un uzdod sev а jautājumu, где мое место, где мое служение, когда, Бог, ты мне покажешь? kur ir mana vieta, mana kalpošana, kad tu Dievs man to parādīsi. И тоже приходится иногда ждать. Un arī dažreiz nākās Когда gaidīt, Он покажет, kad viņš parādīs. кто-то, может быть, думает, Бог, что ты дальше для меня приготовил в жизни? Kāds domā, laikam, Dievs, ko tu man tālāk esi Я знаю, sagatavojis что ты меня dzīvē? привел до этого момента, а что дальше? Es zinu, ka tu līdz šim momentam mani esi novedis, bet kas tālāk? А ответа нет. Un atbildes И nav. нужно ждать. Un vajag gaidīt. И вот здесь наше нетерпение включается зачастую. Un šeit ļoti bieži ieslēdzās mūsu nepacietība. И когда нашего терпения не хватает, Un, kad pacietība beidzās mums, тогда мы можем оказаться в таком нездоровом состоянии. tad mēs varam nokļūt tādā neveselīgā stāvoklī. Например, мы можем впасть в гнев. Piemēram, mēs varam kļūt dusmīgi. Мы можем начать злиться, Mēs varam sākt dusmot. когда все не происходит так, как мы хотели, и не так быстро, как мы хотели. Un kad viss nenotiek tā, kā mēs gribējām, un tik ātri, cik mēs gribējām. Иногда у нас такое есть. Dažreiz mums tas ir. Мы не получаем то, что мы хотим сразу, Mēs uzreiz nesaņemam to, ko gribam, и мы злимся из-за этого. un tādēļ mēs dusmojamies. Иногда появляется тревога внутри нас, Dažreiz parādās tāds nemieris mūsos, когда ожидаемое не происходит. kad gaidītais nenotiek. Иногда это перерастает в сомнение. Dažreiz tas pāraug šaubās. И человек, может быть, начинает думать, а действительно ли Бог меня слышит? Un cilvēks sāk domāt, vai patiešām Dievs mani dzird, А действительно ли Он меня любит? А действительно ли Он вообще есть? vai patiešām viņš mīl, un vai tiešām viņš ir. Потому что я не вижу Jo ответа. es neredzu atbildi. А иногда люди впадают в безразличие. Bet dažreiz cilvēki iekrīt tādā vienaldzībā, Когда уже все равно. kad jau viss ir Когда человек vienalga. уже просто махает рукой, все. Kad cilvēks jau māja roku un domā, viss. Я молился, ничего не получил. Все, мне уже Es надоело. lūdzu, nekas nesanāca, man jau viss apnika. И человек впадает в безразличие. Все. Un Мне уже cilvēkam все ir равно. vienaldzība, viņam ir viss vienalga. Вот это нездоровая реакция на ожидание. Tā ir tāda neveselīga reakcija uz gaidām. Нам нужно научиться ждать. Mums vajag iemācīties gaidīt. А зачем ждать? Kāpēc gaidīt? Причина на самом деле очень проста. Iemesls ļoti В vienkāršs. Экклесиасте мы читаем Salmana mācītājiem mēs lasām известные слова. pazīstamas vārdus. Всему свое время. Visam savs laiks. И время всякой вещи под небом. То есть у Бога для каждой вещи есть свое время. Dievam katrai lietai ir savs laiks. И иногда мы хотим чего-то Un dažreiz mēs kaut ko vēlamies в неправильное время. nepareizā laikā. Возможно, даже то, что мы хотим, это правильная вещь. Dažreiz ir tas, ko mēs vēlamies, tā ir pareiza lieta. Но время для нее неправильное. Bet laiks tai lietai ir nepareizs. Всему свое время. Visam savs laiks. Всему это слово означает всему. Tātad katrai lietai vai visam tas nozīmē to, ko nozīmē. Для всего есть правильное время. Visam ir pareizs laiks. Есть время всякой вещи под небом. Katrai lietai zem debesīm ir sava stunda, savs laiks. Наш Бог – это Бог порядка.
Mūsu Dievs ir kārtības Dievs. Он не Бог хаоса. Viņš nav hausa Dievs. Он Бог порядка, и у Него есть порядок для всего. Viņš ir kārtības Dievs, un viņam ir kārtība it visam. У Него есть запланированное время для всего. Viņam ir ieplānots laiks visam. Даже, можно сказать, спонтанность Бога спонтанна для нас. Dieva spontānā rīcība ir spontāna mums. Именно так и произошло в день Пятидесятницы. Tieši tas notika Vasarsvētku dienā. Это было спонтанно. Tas bija tā spontāni. Люди не ожидали этого, это было вдруг. Cilvēki to negaidīja, tas bija pēkšņi. Но для Бога это уже было запланировано. Bet Dievam tas jau bija ieplānots. Даже спонтанность Бога Pat Dieva spontāna Это rīcība. это что-то, что уже есть в Божьем графике, уже в Его Tas ir планах, порядке. kaut kas ir Dieva kārtībā, viņa plānā. Почему это спонтанно для нас? Kāpēc tas ir spontāni mums? Потому что иногда мы живем по другому графику. Jo dažreiz mēs dzīvojam citā grafikā, И наш график не совпадает с Его. un mūsu grafiks nesakrīt ar viņa grafiku. Бог уже имеет план Dievam jau ir plāns. для каждой вещи под солнцем. Katrai lietai zem saules. Но перед этим нам нужно иногда ждать. Bet pirms tam mums dažreiz ir jāgaida. И вот история, которую я бы хотел прочитать. Un viens stāsts, kuru es gribētu izlasīt. Книга Деяний, 1 глава, Apustuļu darbu 1. nodaļa, с 4 стиха no 4. panta. мы читаем. «И Tur mēs собрав lasam. их, он повелел им: не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от меня. Ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым». Посему они, сойдясь, спрашивали его, говоря: «Не в сие ли время, Господи, восстанавливаешь царство Израилю?» Он же сказал им: «Не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в своей власти. Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии, и даже до края земли». Иисус здесь говорит, что ученикам нужно будет ждать. Jēzus šeit mācekļiem saka, ka viņiem vajadzēs gaidīt. И Он не просто им говорит ждать, Un viņš nevienkārši viņiem saka gaidīt. Он им повелевает Viņš ждать. pavēla to darīt. Это Его приказ Tā ir viņa pavēle ученикам. mācekļiem. Он повелел им: ждите, Viņš viņiem pavēlēja gaidiet. не уходите из Иерусалима, Neiet prom no Jeruzālēmas, но ждите bet gaidiet. то, что было обещано. Tas, kas bija solīts. Ожидание Gaidības важная часть жизни верующего. ir ļoti svarīga daļa ticīgo cilvēku dzīvē. Давайте подумаем, какие люди в Библии чего-то долго ждали. Paskatīsimies, kādi cilvēki Bībelē kaut ko ļoti ilgi И bija мы можем составить gaidījuši. огромный список. Var izveidot milzīgu sarakstu. Ной, Noā, он ждал, когда кончится потоп. viņš gaidīja, kad beigsies plūdi. Авраам, Ābrahams, он ждал рождения сына viņš gaidīja dēla piedzimšanu. и долго ждал. Ilgi gaidīja. Иаков, Jēkabs, ему нужно было ждать, когда он сможет жениться. viņam vajadzēja gaidīt, kamēr viņš varēs apprecēties. Израильский народ в Египте, Izraēla tauta Eģiptē. им нужно было ждать, когда Господь придет их и спасет их. Viņiem bija jāgaida, kamēr Dievs nāks un izglābs viņus. Давид, Dāvids, он был помазан в цари, viņš bija svaidīts par ķēniņu, но ему нужно было ждать, пока он станет царем. bet viņam vajadzēja gaidīt, kamēr viņš kļūs par ķēniņu. Вы знаете такого пророка Аввакума? Jūs zināt tādu pravieti kā Habakuks? Он задавал вопрос Богу: Viņš Dievam uzdeva jautājumu, как может быть так? kā tā var būt? И потом он пишет: и я ждал ответ Бога. Un tad viņš rakstīja, es gaidīju atbildi no Я взошел Dieva. на сторожевую башню, и я ждал, когда же он мне ответит. Es gāju sarktornī un gaidīju, kamēr viņš man atbildēs. Ученики здесь, Mācekļi šeit, они должны ждать viņiem vajag gaidīt пришествия Святого Духа. Svētā gara atnākšanu. Мы с вами ждем Mēs ar jums gaidām второе пришествие Иисуса Христа, о котором Петр говорил. Jēzus Kristus otro atnākšanu, par kuru Pēteris runāja. Написано, что все творение ждет Rakstīts, ka visa radība gaida откровения сынов Божьих. Dieva atklāsmi. То есть это ожидание, это важная часть жизни верующего. Tātad gaidīt, tā ir ļoti svarīga daļa ticīgo cilvēku dzīvē. Неизбежная часть жизни Tā ir верующего. neizbēgama daļa ticīgo cilvēku Поэтому dzīvē. нам нужно научиться
ждать. Tāpēc mums vajag iemācīties gaidīt. А это порой идет против того, к чему мы привыкли. Bet tas bieži vien iet pretī tam, pie kā mēs esam pieraduši. Ожидание, оказывается, не является чем-то плохим. Gaidīt, tas nenozīmē kaut kas slikts. Это не является чем-то, с чем нужно бороться. Tas nav tas, ar ko jācīnās. Это что-то, во что нужно погрузиться. Tas ir tas, kurā vajag iedziļināties. В ожидание. Šajās gaidībās. И ждать. Un gaidīt С терпением. ar pacietību, С надеждой. ar cerību. В Ветхом Завете, когда пишется на русском языке, что «я надеюсь» или «надейтесь на Господа», Vecajā derībā, kad krievu valodā rakstīts, es ceru vai ceram uz Dievu, вот это слово «надеяться» — это слово «ожидать» буквально. šīs vārds cerēt burtiski nozīmē gaidīt, Потому что ожидание связано с надеждой. jo gaidīšana saistīta ar cerību. Мы ждем и мы надеемся. Mēs gaidam un ceram, И это неизбежно для верующего. un ticīgam cilvēkam tas ir neizbēgami. Наверняка сегодня каждый из нас, Droši vien, ka šodien katrs no mums, мы чего-то ждем. mēs kaut ko gaidam, Мы чего-то ожидаем. mēs kaut ko sagaidam, Что Бог нам ответит, ka Dievs mums что нам что-то atbildēs, скажет, Viņš kaut ko что Он pateiks, что-то сделает. ka Viņš kaut ko izdarīs. Мы все, наверное, чего-то ожидаем. Droši vien mēs katrs kaut ko gaidam, Но нам нужно научиться правильно ждать. bet mums jāiemācās pareizi Потому что, как gaidīt. мы уже говорили, можно впасть в гнев, Jo, kā mēs teicām, var kļūt dusmīgam, можно начать сомневаться, var sākt šaubīties, мы можем начать тревожиться, mēs varam sākt uztraukties, мы можем стать безразличными. mēs varam kļūt vienaldzīgi, Вот так не надо. bet tā nevajag. Давайте будем учиться ждать правильно. Mācīsimies gaidīt pareizi. Тогда на основании этой истории давайте возьмем для себя несколько уроков. Pamatojoties uz šī stāsta, paņemsim sev kādas mācības. И первое. Un pirmā, Может быть, для кого-то это будет горькая пилюля. varbūt kādam tā būs tāda rūgtas zāles. Мы читаем, что Иисус собрал их и повелел им: не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца. Un pirmais, viņš sapulcināja viņus Jeruzalēmā un teica, ka neiet nekur projām, bet gaidiet to apsolījumu no tēva. Давайте будем откровенными Būsim atklāti с самим собой. paši ar sevi. Не все, что мы ждем, нам обещано. Ne viss, ko mēs gaidām, mums ir apsolīts. Не все, что мы хотим, нам гарантировано. Ne viss, ko mēs vēlamies, mums ir garantēts. Давайте будем откровенными. Būsim atklāti. Иногда мы ждем то, Dažreiz mēs gaidām to, что Бог не желает нам дать. ko Dievs nevēlas mums dot. И вот тут нам нужно разобраться. Un te mums vajag tikt skaidrībā. Что же мы ожидаем? Ko tad mēs gaidām? Ожидаем ли мы, как здесь, Vai mēs gaidām kā šeit, обещанное? apsolīto? Или же мы ожидаем просто желаемое? Vai mēs gaidām to, ko mēs vēlamies? Ученики изначально тоже ждали другого. Arī mācekļi no paša sākuma gaidīja citu. Когда Иисус сказал им эти слова, Kad Jēzus viņiem pateica šos они vārdus, потом собрались вместе, viņi pēc tam sapulcinājās kopā. и они спрашивали у Иисуса: Viņi jautāja Jēzum, «Иисус, не в это ли время ты собираешься восстановить царство Израиля?» Jēzu, vai ne šajā laikā tu grasies atjaunot Izraēla У valstību? них тоже было желаемое, Viņiem arī bija vēlamais. земное царство, которое будет восстановлено Израилю. Zemes valstība, kas būs atjaunota Izrēlai. Иисус им отвечает: это не ваше дело знать времена и сроки Un для этого. Jēzus atbild, jums nav jūsu darīšana zināt laikus, Но вот что вам важно. bet kas ir svarīgi? И он начинает говорить об обещанном духе. Un viņš sāk runāt par apsolīto garu. Понимаете? Saprotiet? Есть желаемое, Ir vēlamais и есть обещанное. un ir И, к apsolītais. сожалению, не всегда они совпадают. Un, diemžēl, nevienmēr tie sakrīt. Вот пример. Piemērs. Те, кто помоложе, наверняка знают. Tie, kuri ir jaunāki, droši vien zina, Есть такой американский музыкант, рэпер ir tāds amerikāņu muzikants, reperis, Kanye West. Kanye West. Те, кто помоложе, наверняка вы знаете. Tie, kuri jaunāki, droši vien jūs zināt. Сколько-то лет назад он покаялся. Kādus gadus atpakaļ viņš atgriezās, Он стал христианином. kļuva par И kristieti. это было громко. Un tas bija skaļi. Все об этом говорили. Visi par to В runāja. новостях об этом писали. Ziņās par to У него rakstīja. брали интервью. Viņu intervēja. Потому что
От него, zная его rепутацию, это было сложно ожидать. Jo zinot viņa reputāciju, no viņa to bija grūti Что такой gaidīt, человек станет христианином. ka tāds cilvēks kļūst par К kristīgu. тому же он всемирно известный. Un pie tam viņš bija pasaules slavens. И когда он покаялся, он стал верующим, Un kad viņš atgriezās un kļuva ticīgs, он тоже начал об этом везде говорить. viņš arī par to sāka Он runāt стал visur. всем об Иисусе рассказывать. Viņš sāka visiem par Jēzu stāstīt. Он был в разных больших церквях, Viņš bija daudzās lielās и он draudzēs. рассказывал, как он поверил в Иисуса. Un viņš stāstīja, kā noticēja Jēzum. Он выпустил музыкальный альбом, Viņš izlaida muzikālo который albumu назывался «Иисус царь». ar nosaukumu Jēzus ir ķēniņš. И он получил награды, Viņš saņēma balvas, призы за свои христианские песни. balvas par savām kristīgām dziesmām. А потом у него в жизни начались испытания. Un tad viņam dzīvē sākās pārbaudījumi. У него были трудности в семье, Bija grūtības ģimenē с женой, ar sievu, которая у него тоже очень известная на весь мир. kura arī ir pasaules slavena. И он молился об этом. Un viņš lūdza par to Он ждал ответа от Бога, un gaidīja atbildi no что Бог Dieva. все исправит, и все будет у него хорошо. Ka Dievs visu izlabos un viņam viss būs И labi. он молился об этом, он ждал этого, Viņš lūdza par to, viņš to gaidīja. и этого не произошло. Un tas nenotika. И что он тогда сделал? Un ko tad viņš izdarīja? Он отрекся от веры. Viņš atteicās no ticības. В одном из интервью потом Pēc tam vēlāk vienā no intervijām ему задавали вопросы про его духовную жизнь, viņam uzdeva jautājumu par viņa garīgo dzīvi. и он сказал так: Viņš teica tā: Бог управляет миром, Dievs valda par pasauli, и этот Бог я. un tas Dievs esmu es. Вот Lūk, результат того, tā rezultāts, что он о чем-то молился, ka viņš par kaut ko он lūdza, чего-то ожидал, viņš kaut ko bija gaidījis, он это не получил, un viņš to nebija saņēmis, и он разочаровался. un viņš vīlās. И он полностью отошел от Бога. Pilnībā atkāpās no Dieva viņš. И с тех пор его жизнь начала разваливаться. Un no tā momenta viņa dzīve sāk iet bojā. И теперь он в страшном состоянии. Un tagad viņš briesmīgajā stāvoklī. Не попадите в эту ловушку. Neiekritiet šajās lamatās. Не обманывайтесь. Neapmānieties. Мы не получим все, что мы просим. Mēs nesaņemsim visu, ko vēlamies. Бог не даст нам и не исполнит всякое наше желание, какое только мы Ему не принесем. Dievs nedos un neizpildīs ik katru mūsu vēlmi, kuru mēs viņam И nesīsim. слава Богу, что Он так делать не будет. Un paldies Dievam, ka viņš to tā Потому что nedarīs. иногда мы просим вещи, которые нам кажутся хорошими, Jo dažreiz mēs lūdzam tās lietas, kas mums liekas labas, а на самом деле, которые нам могут навредить. bet īstenībā tas var kaitēt mums. Я могу вспомнить в своей жизни примеры, Savā dzīvē es varu atcerēties, когда piemēram, я о чем-то молился, я о чем-то просил у Бога, kad es par kaut ko lūdzu un prasīju Dievam, а Он не исполнял то, что я прошу. bet viņš nepildīja to, ko es jautāju. И это, конечно же, nелегко, Un, protams, tas nav это viegli. неприятно, Tas ir nepatīkami. но прошли годы, скажем, Bet прошло время, tā, ka pagāja gadi vai laiks, и теперь я, оглядываясь назад, un tagad es skatoties atpakaļ, я говорю: слава Богу, что ты не исполнил то, что я просил. un es saku, paldies Dievam, ka tu neizpildīji to, ko es prasīju. Спасибо тебе, Господи, что ты не дал мне того, что я тогда просил. Paldies, Dievs, ka tu man neiedevi to, ko es toreiz jautāju. Потому что теперь я понимаю, нет, это бы мне навредило. Jo tagad es saprotu, ka tas man Это бы kaitētu. плохо на меня повлияло. Tas slikti mani ietekmētu. Спасибо, что ты меня от этого сохранил. Paldies, ka tu mani no tā pasargāji. Но есть эта ловушка, Bet ir šīs lamatas, разочарование. vilšanās. Я прошу о чем-то, Es par kaut ko lūdzu, что не гарантировано. kas Не гарантировано. nav garantēts, И я этого не получаю. un es to nesaņēmu. И тогда есть эта ловушка разочароваться. Un tad ir šī lamata, ka tu iekļūsi vilšanās. И ты начинаешь злиться. Un tu sāc Не dusmoties. впадите в эту ловушку. Neiekritiet šajās Будем lamatās. откровенными. Būsim atklāti. Мы не получим всего, о чем мы просим. Mēs nesaņemsim visu, ko jautājam. Вот возможные ответы Бога на наши просьбы. Lūk, iespējamas Dieva atbildes uz mūsu 3 jautājumiem. варианта. 3 varianti. Первый вариант. Pirmais variants. Бог может сказать нам «да». Dievs mums var pateikt, jā. Мы у него что-то просим, он говорит «да». Mēs kaut ko prasām, viņš saka, И он jā. сразу же это дает. Un uzreiz viņš to dod. Еще один возможный ответ Бога. Vēl viena Dieva iespējama atbilde. Да,
Jā, но позже. bet vēlāk. То есть Он даст то, что ты просишь, Viņš dos to, ko tu prasi, но нужно будет ждать. bet vajadzēs gaidīt. И третий возможный ответ Бога. Un trešā iespējama Dieva atbilde – Нет, - nē, даже не жди. pat negaidi. Да, Бог может различными способами нам ответить. Dievs dažādos veidos mums var atbildēt. Он не золотая рыбка Viņš nav zelta zīltiņa или джин в этой бутылке, vai džins šajā pudelē, который нам исполняет все наши желания. kurš izpild visas vēlmes. Нет, у него тоже есть воля, Nē, viņam arī ir griba, у него тоже есть план. viņam arī ir plāns. И когда мы просим у него что-то согласно его воле, Un kad mēs prasām kaut ko, kas sakrīt ar viņa gribu, тогда он точно это исполнит. tad viņš tiešām to Тогда он izpildīs. точно это даст. Tad viņš tiešām to dos. Мы в одну среду молились: Господи, какова Твоя воля на мою жизнь? Vienu trešdienu mēs lūdzam, Dievs, kāda ir tava griba par manu dzīvi. Вот это нам очень важно понимать, Mums to ir ļoti svarīgi saprast, потому что тогда мы можем молиться соответственно, jo tad mēs varam atbilstoši lūgt, согласно его воле, saskaņā ar viņa gribu, а не согласно просто нашим желаниям. nevis saskaņā ar mūsu vēlmi. Но с другой стороны, я хочу отметить, что есть также и ободрение для нас всех. Bet no otras puses gribu atzīmēt, ka ir drošība kādam no mums. Потому что есть все же и такие вещи, которые нам с вами гарантированы. Bet tomēr ir tās lietas, kas mums ar jums ir garantētas. Есть то, что Бог действительно нам обещал. Ir patiešām tas, ko Dievs mums ir solījis. И этот список Un šīs saraksts, не маленький. tas nav mazais. Бог очень много нам обещал. Dievs ļoti daudz ko ir solījis mums. И то, что Он нам обещал, Un ko viņš bija solījis, это гарантированно. tas ir garantēts. Когда мы об этом просим, Un kad mēs to lūdzam, это обязательно будет. tas obligāti notiks. Вот несколько примеров. Lūk, daži piemēri. Иисус обещал, что будет с нами во все дни Jēzus apsolīja, ka būs ar mums visās dienās и никогда не оставит. un nekad nepametīs. Нам обещан Святой Дух, Mums ir apsolītais svētais который gars, будет в нас kas būs mūsos и который будет действовать в un нас. kurš darbosies mūsos. Бог обещает позаботиться о нас, Dievs sola, ka rūpēsies par mums, даже в наших нуждах. bet mūsu vajadzībās. Сегодня Сергей читал Šodien Sergejs Или напоминал lasīja нам un место Писания atgādināja rakstvietu, о том, чтобы мы все свои желания приносили Ему, открывали пред Ним наши нужды. lai visas savas vēlmes un mēs nestu un atklātu viņa priekšā, Потому что Он печется о нас. jo viņš rūpējās par mums. Бог обещает мудрость тем, кто просит о мудрости. Dievs sola gudrību tiem, kas prasa to gudrību. Бог обещает прощение, когда мы каемся в своей вине. Dievs sola, ka piedos mums, kad grēkiem. mēs nožēlojam savu grēku. Бог обещает, что Он все, даже плохое, обратит во благо тем, кто Его любит. Un Dievs apsola, ka viņš sliktu vērsīs par labu tiem cilvēkiem, kuri viņu mīl. И еще можно продолжать этот список. Un mēs varam turpināt šo sarakstu. Бог очень много нам обещал. Dievs ļoti daudz mums ir solījis. И эти вещи, они нам гарантированы. Un šīs lietas mums ir garantētas. Когда мы молимся об этих вещах, Kad mēs lūdzam par šīm lietām. даже если нам придется ждать, Pat ja mums nāksies gaidīt, мы можем быть уверены, mēs varam būt Он pārliecināti. на эту молитву точно ответит «да». Viņš tiešām uz šo lūgšanu atbildēs jā. Конечно же, Бог нам может дать и те вещи, которые напрямую нам не обещаны в Писании. Protams, Dievs arī var iedot mums tās lietas, kuri pat taisno mums nav solīti no rakstvietām. Но нам нужно быть осторожными и откровенными с собой. Bet mums vajag būt ļoti uzmanīgiem un atklātiem ar sevi. Не все нам гарантировано. Ne viss mums ir garantēts. Так как же мы можем ждать то, что обещано? Tad kā mēs varam gaidīt to, kas mums ir apsolīts? Возможно, есть какое-то обещание в Библии, Droši vien ir kāds apsolījums Bībelē, которое мы ожидаем в своей жизни. kuru mēs sagaidām savā dzīvē. Или, может быть, у кого-то есть обещание, которое мы лично получили от Бога для моей жизни. Varbūt kādam ir apsolījums, ko katrs saņem savai dzīvei. И вот мы ждем этого. Un tad mēs to gaidām. Как нам ждать? Un kā gaidīt? И Иисус повелел ученикам не отлучаться из Иерусалима. Jēzus pavēlēja mācekļiem neatstāt Jeruzalemi. Они должны были оставаться в городе Viņiem vajadzēja palikt pilsētā. до того момента, пока они не будут наполнены Духом. Pirms,
ka viņi būs piepildīti ar Svēto garu. И они не должны были уходить из города, пока это не произойдет. Viņiem nevajadzēja aiziet no pilsētas, kamēr tas notiks. Инструкция очень ясная. Instrukcija ļoti saprotama, Но есть одно «но». bet ir viens bet. Иисус не сказал, как долго ждать. Jēzus nepateica, cik ilgi būs jāgaida. Он сказал, вы должны ждать Jēzus teica, jums ir jāgaida в Иерусалиме, и вы Jeruzālēmē. не должны уходить из Иерусалима, Jums nav jāiet prom no Jeruzālēmas, пока это не произойдет. kamēr tas nenotiks. А как долго нужно будет ждать, Bet cik ilgi būs jāgaida? Иисус не говорил. Jēzus nebija teicis. Они не знают, сколько придется ждать. Viņi nezina, cik vajadzēs И gaidīt. тогда Иисус возносится на небеса, Un tad Jēzus paceļās debesīs, они остаются одни, viņi paliek vieni, они возвращаются в Иерусалим, atgriežas Jeruzālēmē, они ждут, viņi tur gaida, но не знают, как долго придется это делать. bet viņi nezina, cik ilgi to vajadzēs darīt. У них есть условия Viņiem ir nosacījums не уходить, neiet, но у них нет даты. bet viņiem nav datums. Ну, конечно же, они должны были ждать в определенном месте, Protams, viņiem bija jāgaida noteiktā vietā, чтобы не пропустить то, когда Дух придет lai на то место. nepalaist garam, kad tas gars nāks šai vietā. Потому что они могли пропустить, если они уйдут из Иерусалима, они пропустят это событие. Jo, ja viņi aizies no Jeruzalemes, viņi pazaudēs šo notikumu. Но подумайте, Bet padomājiet, почему тогда Иисус не сказал им, что через 9 дней им нужно будет в Иерусалиме быть? kāpēc tad Jēzus nepateica, ka pēc 9 dienām viņiem būs jābūt Jeruzālēmē? Ведь так было бы проще. Tam būtu vienkāršāk. Идите, занимайтесь своими делами, Ejiet, dariet savas а на darīšanas, 10-й день будьте в Иерусалиме, bet 10. dienā esiet Jeruzālēmē. потому что на 10-й день сойдет Дух. Jo 10. dienā nonāks gars, Как и произошло. kā arī notika. Это было на 10-й день после восхищения Иисуса. Tas notika 10. dienā pēc Jēzus pacelšanās debesīs. Почему он так не сказал? Kāpēc viņš tā neteica? То есть, если событие будет в 10-й день, Tātad, ja notikums notiks 10. dienā, почему Иисус хочет, чтобы они 9 дней были в Иерусалиме? kāpēc tad Jēzus vēlās, lai 9 dienas viņi ir Jeruzālēmē? Зачем это? Kāpēc tas ir Они vajadzīgs? могли бы идти, заниматься своими делами, может быть, вне Иерусалима, Viņi varētu iet un darīt savas darīšanas, varbūt pat ārpus Jeruzālēmes. и потом в определенное время прийти в город, Un tad noteiktajā laikā atgriezties pilsētā. как раз на день Пятидесятницы. Tieši Vasarsvētku dienā. Похоже, для Иисуса был важен не только 10-й день, Izskatās, ka Jēzum bija svarīga ne tikai 10. в который diena, Дух сошел. kurā nonāca gars. Иисусу были важны и эти 9 дней, которые они должны были ждать. Arī šīs 9 dienas Jēzum bija svarīgas, kurās viņam bija jāgaida. Иисусу было важно, что ученики будут делать, когда они ждут. Jēzum bija svarīgi, ko mācekļi darīs, kamēr viņi gaida. Они должны были находиться в правильном месте Viņam bija jāatrodās pareizā vietā и заниматься правильными вещами. un darīt pareizas lietas. Перед тем, как придет Дух, Pirms nāks gars, перед тем, как исполнится обещание. pirms piepildīsies apsolījums. Важен не только тот день, когда исполняется обещанное. Svarīga ne tikai tā diena, kad piepildās apsolījums. Важны и те дни, в которые они ждут, когда это Ir исполнится. svarīgas arī tās dienas, kamēr viņi gaida to piepildīšanos. Ученики должны были активно ждать. Mācekļiem vajadzēja aktīvi gaidīt. Вы знаете, как можно пассивно ждать? Ziniet, kā pasīvi var gaidīt? Ну, пассивно ждать, это как мы говорим, ученики уходят, занимаются своими вещами, Pasīvi gaidīt to, ko mēs jau teicām, ka mācekļi aiziet, nodarbojas ar savām lietām. они об этом обещанном, может быть, и не думают сейчас, Varbūt tajā laikā par to apsolīto viņi pat nedomā. а потом они возвращаются и вот получают. Un tad viņi atgriežas un saņem. Вот это пассивное ожидание. Tā ir pasīva Ты просто gaidīšana. занимаешься своими вещами, пока не наступит нужное время. Tu vienkārši dari savas lietas, darbus, kamēr neiestāsies īstais Но laiks. ученики должны были ждать активно. Bet mācekļiem vajadzēja aktīvi gaidīt. Им нужно было что-то делать в это время ожидания. Kamēr viņi gaida, viņiem šajā laikā vajadzēja kaut ko darīt. Целенаправленное. Mērķtiecīgi. Они должны были быть готовы к Viņiem приходу Духа. vajadzēja būt gataviem gara atnākšanai.
И помните, они не знали, когда он придет. Un atcerieties, viņi nezināja, kad viņš nāks. Они не имеют даты. Viņiem nav datums. Они знают только, что он придет. Viņi zina, ka tikai to, ka tas nāks. Следовательно, им нужно было быть готовыми, что он в любую минуту может появиться. Tātad viņiem bija jābūt gataviem, ka viņš jebkurā momentā varēja Что в любой parādīties. момент Дух может сойти на них. Jebkurā momentā gars varētu nākt par И им нужно viņiem. быть готовыми к этому. Viņiem jābūt gataviem uz to. Они не могут ходить где-то вокруг и заниматься своими вещами. Viņi nevar Saviem staigāt делами. kaut kur apkārt un darīt savas lietas. Им нужно было активно, целенаправленно ждать. Viņiem vajadzēja aktīvi un mērķtiecīgi gaidīt. Представьте себе учеников в это время. Iedomājieties mācekļus šajā laikā. Иисус вознесся на небеса, Он им обещал, что сойдет на них Святой Дух, наполнит их Jēzus силой. aizgāja debesīs un solīja, ka svētais gars nāks par viņu. И они ждут первый день, Viņi gaida pirmo dienu, и ничего не происходит. nekas nenotiek. Второй, Otrā diena, третий. trešā, Проходит неделя, paiet nedēļa, ничего не произошло. nekas nenotika. 8-й день, Astotā diena, 9-й день, и devītā до сих пор diena, ничего. vēl joprojām И тогда nekas. вдруг на 10-й Un день. tad pēkšņi 10. dienā. Они не знали, что будет на 10-й. Viņi nezināja, ka būs nākamā Иисус им не дал дату. Jēzus viņam nedeva datumu. Зачастую мы тоже не знаем, как долго нам нужно будет ждать. Ļoti bieži mēs arī nezinām, cik ilgi būs jāgaida. Но на примере учеников Bet mācekļa piemērā нам нужно тоже активно ожидать mums aktīvi jāgaida это обещанное. šo apsolīto. Нам нужно быть готовыми к тому, Mums jābūt gataviem uz to, что Бог даст нам то, что Он обещал. ka Dievs mums dos to, ko bija И solījis. поэтому важно то, как мы ждем. Un tāpēc ir svarīgi to, kā mēs gaidām. Важно, что мы делаем, пока мы ждем. Svarīgi ir, ko mēs darām, kamēr mēs gaidām. Всем этим я хочу сказать, что процесс ожидания важен. Un ar to es gribu pateikt, ka gaidīšanas process ir svarīgs. Не только само исполнение обещания, Ne tikai tā apsolītā piepildīšana, но и это время, в которое мы ждем, когда это исполнится. bet arī tas laiks, kamēr mēs gaidām, kad tas piepildīsies. Это время на самом деле очень ценное. Īsnībā tas laiks ir ļoti vērtīgs. Мы упомянули многих библейских персонажей, Mēs pieminējam daudzus Bībeles personāžus. например, Авраам. Piemēram, Ābrahams. Он ждал много лет, когда у него родится сын. Viņš daudzus gadus gaidīja, kamēr viņam piedzims dēls. Уже после того, как Бог ему обещал, что у него будет сын. Jau pēc tam, kad Dievs apsolīja viņam, kad būs tas dēls, Он ждал много лет, когда это исполнится. viņš ilgus gadus gaidīja, kamēr tas piepildīsies. И почитайте, в это время ожидания Un palasiet šajā laikā, kamēr viņš gaidīja, Бог взращивал его веру. Dievs audzināja viņa ticību. Бог что-то делал в нем в это время ожидания. Šajā gaidīšanas laikā Dievs viņā kaut ko darīja. И в это время ожидания проявлялись какие-то недостатки веры у Авраама. Un šajā gaidīšanas laikā parādījās kādi trūkumi Ābrahama ticībā. Помните историю с Агарью и рождением Измаила? Atcerieties Hagaras stāstu un Izmaila piedzimšanu. Вот в это время ожидания Šajā sagaidīšanas laikā Бог очищал Авраама. Dievs šķīstīja Он Ābrahamu. работал с ним. Viņš strādāja ar Он viņu. готовил его к тому моменту, когда он даст ему сына. Viņš viņu gatavoja tam momentam, kad dos viņam dēlu. Вспомните Давида. Atcerieties Dāvidu. Его помазали в цари. Arī viņu svaidīja par Он уже ķēniņu. помазан на Viņš jau престол. bija svaidīts, Но ему нужно было еще тоже годы ждать, bet viņiem vajadzēja vēl gadus gaidīt, пока он станет царем фактически. kamēr viņš kļūst par faktisko ķēniņu. И в это время его ожидания Un šajā laikā, kamēr viņš gaidīja, Бог тоже формировал его характер. arī tad Dievs veidoja viņa raksturu. Давид был проверен на то, как он будет обходиться со своими врагами. Dāvids bija pārbaudīts attiecībā uz to, kā viņš attieksies pret saviem ienaidniekiem. И когда он стал царем, Un, kad viņš kļuva par ķēniņu, он тоже не стал царем над всей землей сразу. viņš uzreiz nepalika ķēniņu par visu zemi. Он сначала стал царем над своим коленом, Viņš no sākuma kļuva par ķēniņu par savu cilti, над своим родом. par savu dzimti. А потом, через время, Он через еще 7 лет, он пēc- стал царем над всем Израилем. Pēc tam, pēc laika, 7 gadiem, viņš kļuva par ķēniņu par visu Izraēlu.
И в это время ожидания Бог тоже в нем работал и формировал его. Un arī šajā laikā, kamēr viņš gaidīja, Dievs strādāja un veidoja viņu. Точно так же и когда мы с вами чего-то ожидаем. Tāpat arī, kad mēs ar jums kaut ko gaidām. Давайте не будем упускать это время ожидания. Nelaidīsim garām šo gaidīšanas laiku. Потому что в это время ожидания Бог что-то внутри нас делает. Jo šajā laikā, kamēr mēs gaidām, Dievs iekšā kaut ko dara. Он нас готовит к Viņš тому моменту, mūs когда Он нам gatavo даст то, что обещал. Tam momentam, kad viņš dos to, ko bija solījis. Что ты ждешь сегодня? Ko tu šodien gaidi? Ты, наверное, тоже не знаешь, как долго надо будет ждать. Tu laikam arī nezini, cik ilgi būs jāgaida. Но вот вопрос, Bet lūk jautājums. на который вы ответите каждый себе. Un katrs sev paši atbildiet. Что я могу делать сегодня, чтобы быть готовым к тому, когда это исполнится? Ko es šodien varu darīt, lai būtu gatavam uz to momentu, kad tas piepildīsies? Что я могу сегодня делать, Ko es šodien varu darīt, чтобы подготовить себя lai sagatavotu sevi? к тому моменту, когда исполнится обещание, которое мне дал Бог? Tā momentam, kad izpildīsies tas solījums, ko Dievs man ir devis. Не ходите где-то вокруг, да, Nestaigājiet Vokrup kaut kur Jeruzalīma. apkārt Jeruzālēmas. образно говоря, ждите в Иерусалиме, Tēlaini runājot, gaidiet Jeruzālēmē. целенаправленно. Вот что вы Mērtiecīgi. можете делать сегодня, Ko jūs šodien varat darīt, чтобы вы были готовы lai jūs būtu gatavi? к тому, когда Бог исполнит свое обещание? Uz to momentu, kad Dievs izpildīs savu solījumu. Вы готовы, если это сегодня произойдет? Вот то, о чем ты просишь, ты сегодня готов? Ja šodien piepildīsies tas, uz ko tu gaidi, esi gatavs? Возможно, нет. Iespējams, nē. Возможно, мы просим чего-то, но мы не готовимся к этому. Varbūt mēs kaut ko lūdzam, bet mēs negatavojamies tam. Для учеников это было три вещи. Mācekļiem tas bija trīs lietas. Три вещи, которые они делали, пока ждали. Trīs lietas, ko viņi darīja, kamēr gaidīja. Во-первых, они избрали замену Иуде. Pirmkārt, viņi izvēlējās to, kas aizvietos Jūdu. Было 12 учеников изначально. No sākuma bija 12 mācekļi. Иуда предал Иисуса. Jūda nodeva Jēzu, и Его нужно было заменить на другого апостола. un viņu vajadzēja pamainīt uz citu apustuli. То есть в это время ожидания Tātad šajā gaidīšanas laikā они поняли, viņi saprata, что есть пророчество в Ветхом Завете, ka vecajā derībā ir pravietojums, которое должно исполниться, kuram jāpiepildās. чтобы этого 12-го заменил новый человек, чтобы было полное число. Lai šo 12. aizvietot cits cilvēks, lai ir pilns skaits. И они это сделали. Viņi to darīja. Они не сидели просто сложа руки. Viņi nesēdēja vienkārši saliekot Они думали, rokas, что мы можем делать, чтобы подготовить себя к приходу Святого Духа. bet viņi sāka darīt, ko mēs varam darīt, lai sagatavotu sevi svētā gara И, atnākšanai. похоже, они поняли, нам нужно восстановить полное число 12 апостолов. Un droši vien, ka viņi saprata, un viņiem vajadzēja atjaunot apustuļu pilno skaiti 12. Мы читаем, что они были единодушно вместе. Это второе. Un otrais mēs lasām, ka viņi bija vienprātīgi kopā. Они были единодушно вместе. Viņi bija vienā prātā Им kopā. нужно было быть в единстве Viņiem bija jābūt vienotībā. перед тем, как придет Святой Дух. Pirms nāks svētais gars, Потому что это было рождение церкви. jo tā bija draudzes piedzimšana. День Пятидесятницы, рождение церкви. Vasarsvētku diena, kad piedzima draudze. И важно, Un ir svarīgi, чтобы эта церковь, которая рождается в тот день, lai šī draudze, kas piedzimst tajā была dienā, единодушно вместе. tā vienotībā būtu kopā. Третье, что они делали? Trešā lieta, ko viņi darīja, Они молились. viņi lūdza. Как вы думаете, о чем они молились? Kā jūs domājat, par ko viņi lūdza? Наверняка они молились о пришествии Духа. Droši vien viņi lūdza par gara atnākšanu. Наверняка они просили то же, что уже было им обещано. Droši vien viņi prasīja to, kas jau bija solīts viņiem. Возможно, они молились: Боже, сегодня Droši vien viņi lūdza Dievs šodien. мы готовы сегодня. Mēs esam gatavi šodien. Нет, не сегодня, следующий день. Nē, ne šodien, nākamajā И они dienā. снова молятся: Боже, сегодня. Un viņi atkal lūdz Dievs šodien. Но они постоянно себя готовят к этому моменту. Bet viņi patstāvīgi gatavo sevi šim momentam. И таким образом они были готовы, когда Дух Святой пришел. Un tādā veidā viņi bija gatavi, kad svētais gars nāca. И это они делали 9 дней. Un viņi to darīja 9 dienas. Они не ждали пассивно. Viņi negaidīja pasīvi. Они были активны в своем ожидании. Viņi savā gaidīšanās bija aktīvi. Снова повторю вопрос. Un atkal uzdošu jautājumu. Что ты можешь делать сегодня, Ko tu šodien vari darīt, чтобы быть готовым lai būtu gatavam к тому, что ты так ждешь? uz to, ko tu tik ļoti gaidi? А мы готовы к тому, что мы просим? Vai mēs esam gatavi uz to, ko prasam?
Вот об этом нам стоит задуматься. Lūk, par to mums vajag aizdomāties. Не жаловаться на то, что нужно так долго ждать. Nesūdzieties, ka vajag tik ilgi gaidīt. Давайте вместо этого Tajā vietā будем с пользой проводить это время ожидания. liederīgi pavadīsim šo gaidīšanas laiku Будем ждать активно. un aktīvi gaidīsim. Сейчас мы приступим к молитве. Tagad mēs lūgsim. Я уже говорил, наверняка каждый из нас сегодня мы чего-то ждем от Бога. Un es kā pieminēju, droši vien, ka katrs no mums kaut ko gaidam no Dieva Да сейчас во šodien. время молитвы молитесь об этом. Un tagad lūgšanas laikā О lūdziet том, что вы ждете. par to, ko jūs gaidat. Молитесь об этом. Lūdziet par to, Как ученики, kā mācekļi, которые молились, kuri lūdza, пока ждали Святого Духа. kam ir gaidījis Svēto garu. Может, кто-то сегодня не уверен в том, что Бог ему отвечает на его просьбу. Varbūt kāds nav pārliecināts, ka Dievs šodien atbild uz šo lūgšanu. Бог мне говорит «да», но позже, или Бог мне говорит «нет». Dievs man saka jā, bet vēlāk varbūt Dievs man saka nē. Тогда молитесь об этом тоже. Tad arī par to lūdziet. Пока не придет ясность, пока не придет понимание, ответ от Бога. Nenāks skaidrība un saprašana un atbilde no Каков Dieva. бы этот ответ не был, Lai kāda nebūtu šī atbilde, молитесь об этом ответе, lūdziet par šo чтобы atbildi. Господь вам сделал это ясным. Lai Dievs parādītu jums to skaidri И все вместе un visi kopā. будем молиться о том, чтобы мы научились терпению. Lūgsim par to, lai mēs iemācītos pacietību. Зачастую нам нужно ждать. Ļoti bieži mums vajag gaidīt. Давайте наберемся терпения. Paņemsim pacietību. И в этом терпении Un будем šajā уповать на Господа. pacietībā mēs paļausimies uz to kungu. Давайте будем молиться. Un tagad lūgsim.